Как выйти сухим из воды и пережить осетинский сезон дождей? Об этом прямо сейчас в эфире программы «Бумеранг». В студии Алана Гадзацева. Здравствуйте. Когда неделю назад мы готовились к сегодняшнему эфиру, наводнения в Цалыке еще не было. Выходит, выбирая тему, мы как в воду глядели. Хотя тут гадалки не ходи, в Осетии начало лета всегда дождливое. В прошлом году июнь начался с сильных паводков. Тогда особенно пострадали села в Алагирском районе. Без газа, воды и света оказались несколько населенных пунктов. А в этом году первым под удар стихии попало селение Цалык. Град и наводнения не пощадили дома, бытовую технику, автомобили, урожай, домашнюю птицу и даже скот. Сейчас в Цалыке продолжаются восстановительные работы при участии МЧС, Минэкологии Республики, местной администрации, а жители в растерянности и опасаются повторений. Как же приручить большую воду? Сегодня в нашей студии глава правобережного района Суслан Фураев. Здравствуйте. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Мы работаем в прямом эфире и надеемся, что телезрители будут звонить к нам в студию, задавать свои вопросы по телефону 72 28 86. И я предлагаю посмотреть сюжет нашего корреспондента, который подготовили такой обзорный материал. Давайте посмотрим. Давайте, конечно. Грозы в мае, воспетые классиком, далеко не всегда в радость жителей Осетии. В этом году первыми от удара стихии пострадали жители селения Цалык. Град и ливень обрушились на населенный пункт вечером 24 мая. Вода поднялась мгновенно. Ущерб нанесен не только домам, но и урожаю. Сначала пошел маленький дождик, потом, можно сказать, снег, одним словом, и потекло все очень быстро. Но все утихло очень быстро, потом внезапно оттуда потекла вся вода на нас. И я в этот момент с магазина вышла, бабушка уже тут работала, чтобы спасти что-нибудь, но вообще ничего не смогли спасти. По словам очевидцев, со стеной дождя прошел град размером с куриное яйцо. Подтопленными оказались около полусотни домов. Власти республики решили ввести в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации, который будет действовать до устранения всех последствий. Не привыкать к разгулам стихии и жителям Алагирского района. В прошлом году в селении Биракзанг после сильных ливней река вышла из берегов и снесла мост. Люди остались фактически отрезанными от большой земли. Сотрудникам МЧС в то время пришлось эвакуировать по канатному мосту не только местных жителей, но и туристов, приехавших отдохнуть на горячие источники. В результате через реку переправили более 40 человек. Паводки были два раза, 9 и 20 июня. И оба там в ущелье сошли сели. Огромное количество. Снесло мост, много хозяйственных построек. И даже вот у нас были гости, есть у нас горячий источник, куда много гостей приезжает с разных регионов. Они остались там. То есть их приютили, переночевали там, а на следующее утро их МЧС вызволил, то есть переправил через реку. Аналогичный ключевой мост, который соединял селение с Страус-Миром, также попросту смыло рекой. Мощные потоки воды снесли несколько опор, и конструкция обрушилась. Не осталось и следа от пешеходного моста, который располагался рядом. В течение суток в село не поступали ни газ, ни вода, ни электроэнергия. Мост практически каждый год, если начинаются сильные дожди, то вода выходит из берегов, и вот этот маленький мост, он часто сносился. Пока этот не сделали, его сделали хорошо, и вот несколько лет уже как бы нормально. А вот верхний мост, большой мост, который вот сейчас открыли, он тоже часто сносило его, там уже нельзя было проезжать. Всю технику тогда туда уже приводили, чтобы быстро привести в порядок, чтобы можно было уже и проезжать. Мосты восстановлены, последствия ливней устраняют. Остается вопрос, почему проблемы тянутся из года в год, из сезона в сезон. Жителям республики остается внимательно следить за прогнозом погоды и надеяться на лучшее. Кристина Кукоева, Хетак Гапоев, Игорь Икаев. Специально для Бумеранга. Итак, вот мы посмотрели такой обзорный материал. Суслан, такой вопрос. Говорят, да, что в России зима приходит всегда
неожиданно. Но, как оказалось, лето к нам тоже каждый раз в Осетию приходит неожиданно. И эти паводки, они для нас бывают неприятным сюрпризом. Наверное, особенно прочувствовали эту неожиданность в этом году жители Цалыка. Скажите, какая сейчас там ситуация? Я знаю, что вы только что оттуда приехали к нам. На самом деле жители и поселения, конечно, приходят в себя после стихии. И на сегодняшний день тоже еще ведутся работы. Это обводящие каналы, которые сегодня мы делаем для того, чтобы вода на случай повторения, не дай бог, конечно, она чтобы уходила и обходила село, и уже в канал она будет там входить и выходить, естественно, не затопляя ни дома, ни территорию, которая, в общем, на ее пути бывает. И самое главное, естественно, нам вот этот пример на сегодняшний день показывает, что мы не были готовы к этому, потому что в 2013 году было примерно такое же подтопление Цалыка, и мы не сделали, наверное, выводов, чтобы не было такого повторения. Да, сейчас это более крупное было чуть наводнение, и жители все об этом говорят. Но с чем это связано, уже, естественно, будут разбираться, потому что мы, вот то, что поверхностно видим, я могу сказать, что реально на сегодняшний день не работает дренажная система, гидротехнические сооружения, которые там были, потому что Цалык в свое время был крупнонаселенным пунктом в плане того, что и совхозы хорошие там были, и птицефабрика работали, и вся эта система работала, и мелиорации. Да. На сегодняшний день этого нет. И те арендаторы даже этих земель, которые там перекопали земли, защиты, там, чтобы скотина не заходила на поля. Может, это спровоцировало тоже, потому что они послужили как бы дамбами. Да, может, это... много сейчас комиссионная, я думаю, будет это разбираться и уже, естественно, делать соответствующие выводы. Первоначально задача на сегодняшний день — это чтобы не было повторения и село не потопило. Мы делаем, конечно, вот эти обводящие каналы. И в течение недели, наверное, будет еще работы такие вестись. Хотелось бы, чтобы вы более подробно пояснили, эта вода откуда пришла? То есть это просто собралась ливневая вода или это вода там из водоема? На самом деле такого потока воды у нас не было. Да? И град, который прошел, вы это сами тоже видели. Естественно, это не справились. Те каналы, которые там еще работали, они с этим не справились. Да, и вот послужило, наверное, вот этому. Потому что сам Цалык географически он находится в низменности. И населенные пункты Заманкул, Раздок, они повыше. Естественно, вся вода, которая после вот этих ливней была, она пошла вниз. Излис со Старого Батака-Юрта. В общем, он затаплился со всех сторон. И мы наверное, каждую эту искали пробоину, откуда именно туда вода попадает, потому что не было одного источника. Вода именно со всех сторон она поступала в Цалык и затапливала. Пока мы избавились, в принципе, от этой проблемы, и можно гарантировать, что если даже крупный будет ливень, и, я думаю, вода в село не попадет. А вот эти каналы, которые сейчас разрабатываются, да, они насколько, скажем так, основательные? То есть это временные какие-то меры или это уже постоянные? Да, это временные меры, потому что, я еще раз говорю, нужно было экстренно принимать какие-то меры, чтобы избавиться от этого поступления воды. Когда ливень был, мы на самом деле видели, что жители просто не могли справиться с этим. Открывали свои ворота, и через дома, через огороды все, вода шла как река, потоком таким проходила. И на сегодняшний день все причины эти мы нашли, да, где именно у нас вода прорывала. Потому что жители сами пока... те старожилы, которые там проживают по сегодняшний день, они сами говорят, что такого никогда у них не было. Да, и в советские времена не было, даже в 2013 году такого не было. Значит, будем искать причину уже, наверное, на месте. А когда это произошло, я понимаю, что вы не совсем уполномочены, да, отвечать, потому что тогда вы там не работали, да. Но все же таки наверняка вы общались с людьми, да, и выясняли. На тот момент, то есть какая-то реакция была на происшедшее?
Ну, тогда, насколько вот сами жители рассказывают, они говорят, были предприняты меры как бы по устранению вот этих всех после Но по паводка, предотвращению да. А после. предотвращения никаких шагов не было сделано. Сегодня глава республики поставил задачу, чтобы впредь этого не повторилось, и найти причину, и, в принципе, как нужно избежать, чтобы при любом раскладе, чтобы вода, естественно, не попадала. Ну вот в этот сейчас населенный работает пункт. комиссия, да, там Да. на месте до сих пор находится. Вот скажите, кто там сейчас работает, что там происходит? Я хочу сразу сказать, что с самых первых минут глава республики именно дал поручение практически все правительство во главе с председателем правительства, это Тускаевым. И все министерства были задействованы, зампреды, которые там были. Конечно, МЧС, пользуюсь, хочу просто поблагодарить весь личный состав, потому что они днем и ночью тоже были рядом с нами и с лопатами все выгребали вот этот и воду, которую выкачивали из подвалов, из домов, и ил, который они чистили своими руками тоже с нашими жителями. Ну вот, наверное, мы бы не смогли справиться с этой проблемой, если бы не было вот этой всенародной поддержки, да, потому что реально серьезная проблема была, и вот те профессионалы, специалисты, которые приехали, они быстренько как бы это все исправили. А вот скажите, пожалуйста, а вот на перспективу, да, может быть, еще рано или уже можно об этом говорить? То есть какие меры планируется принять вот на данный момент, о чем можно говорить? Какие-то заградительные сооружения, там вот вы сказали, там обводные каналы, да? Что можно предпринять, Ну, чтобы вот, избежать такого да, впредь? те меры, которые сейчас мы предприняли, ну, они сами как бы доказывают, что именно обводные каналы, которые сейчас прокопали, они эффективны. И, в принципе, тогда вода не поступает уже. Я думаю, нужно акцент делать на этом, потому что восстановить вот это гидротехнические все эти сооружения, ну, я думаю, это очень затратно, и, в принципе, на сегодняшний день мы не поднимем, да, вот чисто в финансовом отношении. Да, а вот эти каналы, я думаю, это самая эффективная мера на сегодняшний день, потому что, ну, и жители сами тоже это видели, и сами нам тоже подсказывали, что в свое время тоже были даже вот такие каналы. Поэтому мы будем акцент, наверное, на этом делать. Нам дозвонился первый телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валерий. Я бы хотел сказать свое мнение по поводу селения Цалык и люди, которые как бы оказались на грани жизни и смерти. Это наше селение умирающее Цалык. Почему умирающее? Потому что в свое время ножки Буша, они как бы довели это селение до банкротства единственной фабрики, птицефабрики, которая кормила этих людей. Сейчас они остались без работы, живут в нищих условиях. Ихние дома похожи на дома избушки, никакой инфраструктуры там нету, и государство, и правительство должно этим людям всячески помочь, так как они наши граждане, они не должны остаться один на один с такой ситуацией и жить в нищете. Потому что кто-то что-то где-то не досмотрел, и люди попали вот именно под такое наводнение. И мое мнение, что всем миром надо помочь этому селению. Спасибо. Спасибо большое. Очень эмоциональное выступление нашего телезрителя. Вот что вы скажете, как прокомментируете слова? Валерий на самом деле правильно говорит, что на сегодняшний день те люди, которые проживают в Цалыке, на самом деле у них нет рабочих мест. Да. Если вот он вспомнил о той птицефабрике, птицефабрика, она была самая крупная у нас в республике. И я же говорю, и совхоз самый, который один из самых совхозов-миллионеров был. Да, и это все на сегодняшний день нет. Да, ну, конечно, мы не можем комментировать там какие-то шаги, то, что до нас было. Мы, естественно, должны делать все, что от нас самих зависит на сегодняшний день. И, ну, там есть арендаторы, да, на сегодняшний день, потому что
около 6 тысяч гектар земли. Это те люди, которые, естественно, работают на этих землях. И мы хотим их тоже привлечь к тому, чтобы они участвовали в жизни села. Ну, есть арендаторы, которые как бы социально ответственные, они приходят и помогают селу тоже. Но есть те, которых мы на самом деле там не видим. И это первый шаг, наверное. Ну и рабочие места, которых нет, и люди ездят кто в Беслан, кто в Владикавказ. И это тоже затрудняет их как бы там существование, потому что реально то, что вот сегодня произошло, и те условия, в которых они живут, мы должны, на самом деле, он правильно говорит, что вместе сообща сделать все для того, чтобы Цалык как-то возродить. Да, потому что была программа по переселению из ветхого жилья, и, в принципе, люди переселились в Беслан. Да, я думаю, что это тоже неправильно, потому что мы должны развивать село, и люди должны оставаться на селе и работать там. И если инфраструктура, которая будет там вокруг этого выстраиваться, естественно, это только будет плюс для тех жителей, которые там проживают. Да, но то, что есть, то есть. И Валерий правильно это отметил. Мы вот всю неделю, и, в принципе, Цалык у нас всегда на контроле, и всю неделю и правительство, и МЧС, все те люди, которые, волонтеры, которые приезжали, они сами это видели воочию, и они понимают, наверное, о чем это разговор. Но сделать должны все вместе, сообща, чтобы как-то исправить эту ситуацию. А уже подсчитан объем ущерба? То есть вот накануне речь шла о 36 миллионах рублей. Сейчас эта цифра поменялась? Я думаю, эта цифра будет меняться, потому что еще комиссия не оценила тот ущерб, который сельскохозяйственным этим арендаторам, те, которые земли пострадали, им эта оценка не была дана. Потом, в общем, по сегодняшний день еще люди приходят, и они как бы тоже заявления там приносят, что у них пострадало вот это. И я думаю, это будет цифра меняться. Ну, на самом деле, душа болит за этих людей. Наша телекомпания много материалов из ЦЛК привезла, и мы видели этих людей, их полные слез глаза. Да. У кого-то там машина пострадала, у кого-то свежий ремонт. И понятно, что социальное положение не у всех тоже, да, позволяет. Конечно. Вот, все-таки вот как быть людям, вот что им делать, как-то куда обращаться, что им делать сейчас? Не, мы, на самом деле, люди знают, куда обращаться, потому что мы там ежедневно там находимся, и никто не отвернулся. Естественно, мы вместе переживаем эту трагедию, которая произошла, но в то же время на данный момент самое главное именно снять вот то напряжение, и чтобы не было повторения вот этого наводнения. Да, вот эти первые шаги мы им объясняем, и нужно как бы дань уважения этим людям отдать, потому что они никаких не было на самом деле конфликтных ситуаций, они очень с пониманием относились к тому событию, потому что они видели, как люди переживают, что они делают, какие шаги предпринимают. И конфликтных моментов никогда не было. И наоборот, приходили, говорили вот так, как бы соседям нужно помочь. Единство какое-то было вот в этой беде. И я думаю, что они стойко выдержали вот это испытание. Мы надеемся искренне, что удастся эти проблемы решить и вот свести к минимуму вот эти неприятные последствия произошедшего. Благодарим вас, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. Спасибо большое за содержательность. Я хочу еще поблагодарить еще раз всех тех людей, которые были и на сегодняшний день рядом с нами, потому что, еще раз говорю, без их участия, без их помощи, наверное, мы не справились с этим. Спасибо. Ливни создают проблемы не только жителям сел, но и горожанам. Венецианские пейзажи в теплое время года во Владикавказе уже стали привычным явлением. Автомобили, как моторные лодки, рассекают волны. А последние несколько лет в разных районах города можно было во время дождя устраивать заплывы. Вода поднималась выше колена. А виной тому засоренная или просто отсутствующая ливневая канализация. В этом году дожди еще не успели проявиться в полную силу. Удастся ли на этот раз приручить большую воду до того, как она нанесет ущерб? Об этом мы поговорим с председателем Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации Владикавказа Ахсарбеком Хасанбековичем Дидаровым и начальником службы дождевых сетей МУП «Владосток»
Русланом Батырбековичем Дайцевым. Добрый вечер, спасибо, что пришли сегодня к нам. Добрый вечер. Мы работаем в прямом эфире, и я надеюсь, что наши зрители подключатся к нашему разговору и будут звонить к нам в студию по телефону 72 28 86. Хотелось бы, чтобы мы поговорили вот о тех проблемах, которые, наверное, волнуют каждого горожанина, особенно во время дождя. Лето у нас, к сожалению, действительно дождливое, и вот из года в год наши улицы превращаются в такие каналы своего рода. Речь шла о том, что на реконструкцию сетей ливневой канализации выделены там определенные средства, там, насколько я помню, 18 миллионов. Это вообще сумма соизмеримая с необходимостью или нет? Вот хотелось бы, чтобы вы пояснили, и что сейчас делается, какие работы проходят. Добрый вечер всем. Действительно, проблема есть такая. Начну с того, что те проблемы, которые были в городе в прошлом и позапрошлом году, мы постарались сделать выводы. На сегодняшний день практически существующая канализационная сеть города Владикавказа, она готова к приему ливнестоков где-то процентов на 90. Начиная с января месяца, еженедельно эта работа находится под пристальным вниманием главы администрации города Бориса Харитоновича Албегова. Еженедельно на аппаратных совещаниях нам предприятие «Владсток» предоставляет информацию о той работе, которую они провели на всех наших улицах, где есть ливневая канализация, какие участки приведены в порядок, где почистили, где отремонтировали ливнеприемники, камеры и так далее, и так далее. Почему в прошлом году была такая ситуация? Вы, наверное, знаете, мы об этом тоже говорили. У нас самая проблемная ситуация была, это район рынка Викалина. Там, мы строили новый ливневый коллектор, который подрядчик его Промбурвод просто согласно условиям контракта вовремя не успел сдать в эксплуатацию. Это надо было делать к 1 марта, а работы, к сожалению, затянулись до июня месяца, как раз это время дождей, и просто в воде некуда было деваться, поэтому там такая ситуация сложилась. Сейчас ливневый коллектор он уже работает, как первые дожди показали, там практически минут 5 уже воды не бывает. Поэтому эта проблема снята. И десятки адресов по городу Владикавказу, это у меня информация есть, я могу назвать и улицы, где мы уже эту работу провели, проблемные улицы. У нас есть еще и где-то около десятка адресов, где мы просто не успели, но мы о них знаем, они в работе. Я думаю, в самое ближайшее время мы тоже их приведем в порядок. И еще раз повторяю, та сеть, которая у нас есть, она будет в нормальном рабочем состоянии. Я думаю, таких нареканий, как в прошлые годы, у горожан не будет. Что касается финансирования, то в целом в городе эта проблема сохраняется. У нас интенсивное строительство жилья, к сожалению, строительство сетей немножко отстает. Мы не успеваем за вводом жилья. Если говорить о планах наших, то согласно Генерального плана развития Владикавказа у нас предусматривается строительство ливневых канализаций на тех улицах, где сегодня их нету, я имею в виду улицы с твердым покрытием, и предусматривается на разных участках города строительство до 20 локальных очистных сооружений, где атмосферные осадки будут чиститься и затем сбрасываться в реку Терек. Это по своим нормативам можно будет такую работу проводить. А на все необходимо порядка 1,5-2 миллиарда рублей. Это, конечно, огромная сумма. На сегодняшний день в бюджете городском таких денег нету. Но мы думаем, сразу, конечно, эти все работы мы не сможем начать. Надо весь цикл работ разбивать на несколько этапов и уже поэтапно потихоньку работу начинать. Мы это понимаем.
У нас на сегодняшний день есть уже разработанный проект реконструкции ливневой канализации по проспекту Костла. Это примерно от турбазы до Калинина со строительством тоже локального очистного сооружения. И, может быть, вполне возможно, мы вот с этого объекта и начнем. То есть я хочу сказать, что проблема есть, но мы о ней знаем, и в зависимости от наличия финансовых средств мы эту работу будем проводить. Я бы хотела, чтобы мы сейчас посмотрели сюжет, в котором отражена, в общем-то, ситуация, которая была в прошлом году. В этом году пока еще рано делать какие-то выводы, но все-таки давайте посмотрим и уже исходя из этого продолжим наш разговор. Здесь совсем нет дорог, движение происходит только по каналам. Так в путеводителях описывают Венецию. Городом на воде смело можно назвать и Владикавказ в сезон дождей. Но на этом сравнения заканчиваются. Ведь бурные реки вместо дорог вряд ли кому-то покажутся романтичными. Затапливает практически весь город. Особенно от этого страдают улицы Весенняя, Дзусова, Московская и многие другие. Улица Зусова. Дождевой паралич, как всегда. Вон там уже стоят, отдыхают, а некоторые упорно лезут утонуть. Возможность снимать такие видеорепортажи у жителей улицы Дзусова появляется практически при каждом сильном дожде. В чрезвычайных ситуациях система водоотведения дает сбой, и происходит это уже не одно десятилетие. Я живу и работаю в этом районе. Каждый год, когда начинается дождь, здесь превращается в озеро, и вечно машины тонут, и постоянно этот район пытаются объехать, и всегда коллапс тут начинается. Никто ничего не делает самое. Ни на одной дороге вы не увидите стоков, сливов, которые бы воду водили. Регулярные потопы в городе происходят не из-за аномального разгула стихии. Дожди идут так же, как и обычно. Проблема в том, что вода по разным причинам с городских дорог уходит очень медленно. Ливневая канализация не справляется даже с небольшими потоками. На некоторых улицах ливневка либо заполнена мусором, либо закатана в асфальт. Здесь вот не хватает явно ливневых канализаций. Залатали. Не почистили, но залатали асфальтом. Чуть-чуть дождь, осадки какие-нибудь бывают, здесь сразу вода наполняется, здесь как озеро бывает. Проехать невозможно бывает, тонут машины. Люди по колено в воде не могут зайти в маршрутку сесть. Под воду, уровень которой в некоторых местах достигает полуметра, ежегодно уходит целый район города у рынка Викалина. Больше всех натерпелись автомобилисты, многим из которых из-за невозможности сдвинуться с места пришлось остановиться прямо на проезжей части. Образовались пробки. Заглохшие авто вытаскивали буксиром. Были большие ливни. Из-за этих ливней был здесь чрезвычайный потоп. И легковые машины здесь плавали в буквальном смысле. Я тоже попадал пару раз в этот потоп. Ну, рабочие в прошлом году осенью здесь хорошо постарались. В этом году мелкие дожди были, но потопа не было пока. По прогнозам метеорологов, сильные дожди с грозами в ближайшее время ожидаются на территории всей республики. А это значит, что скоро мы узнаем, пройдет ли Владикавказ проверку стихии на этот раз. Эта ливневка к дождям не готова. Она забита грязью и поросла травой. Буквально через дорогу находится чистый ливневый сток. Но его рабочее состояние можно будет проверить лишь во время осадков. Кристина Кукоева, Олег Рамонов, Игорь Икаев. Специально для «Бумеранга». Ну вот мы посмотрели, есть какие-то адреса, которые там были в прошлом году, там вот район Викалины, да, но есть и те, которые сейчас проблемные. Вот, к примеру, там мы показали улицу Дзусова. Вот хотелось бы, чтобы, Руслан Батырбекович, вы прокомментировали, где проведены работы, где планируется их провести, чтобы люди понимали, чего им ждать. Покупать ли резиновые сапоги? Ну, в настоящий момент, наверное, горожане знают о нескольких таких особо проблемных местах. Это, как ранее мы говорили, улица Владивостокская, Владикавказская. Вопрос там, мы надеемся, что снят полностью. Это улица Гаккаева, Весенняя. Там тоже проведены необходимые аварийные работы. Заменено определенное расстояние коллектора. То есть на сегодняшний день, в принципе, эти работы проводились в прошлом году уже. На сегодняшний день мы тоже надеемся, что потопа в этом месте не будет. То, что касается улицы Дзусова, тут проблема, конечно, посерьезней. Дело в том, что
в свое время вода уходила в сторону садовых участков. На сегодняшний день по генплану там производится застройка многоэтажными домами. То есть фактически в воде некуда уходить. Мы работали по этому проблемному адресу на протяжении нескольких недель. Пытались сделать большой дренаж, пытались сделать отстойник, но в принципе бывают такие большие дожди. Ну, может быть, даже проблема не в дождях, не в самом количестве осадков, в том, что это самая низшая точка, куда приходит вода и с улицы Международной, с района столицы, и с улицы Владикавказской, с улицы Весенней. То есть это самая низшая точка, и огромный объем воды стекается туда. Ну, и, естественно, какие-то сотни кубометров траншея способна в себя вместить, но затем происходит наводнение там, и, соответственно, тонут и автомобили, и пешеходы не могут пройти. То есть на сегодняшний день проблема стоит остро, и руководство города, руководство предприятия сейчас решают, в каком направлении двигаться. То есть строительство нового коллектора, оно очень объемно, ну, затратно, да, в финансовом плане. Но будут, может быть, какие-то новые решения. То есть этот вопрос остается открытым. То, что касается проблемных участков, улица Московская, Архонский перекресток, практически после каждого дождя тоже происходил потоп. В принципе, данные дождевые сети, они находились всегда в исправном состоянии. Есть у нас пару адресов в городе, это улица Виноградная, вот этот адрес, который я сказал, которые систематически забиваются листвой, мусором, который стекается туда. Ну и, соответственно, в воде некуда бывает уходить, и приходится путем механической очистки нам достигать какого-то результата. Образуется сразу же воронка, и в течение 50 минут вода уходит. На сегодняшний день вот по этим двум адресам установлены мусороулавливатели, так мы их грубо назовем, в виде пирамидок, в виде заграждений из арматуры. Ну, вот, как показывают последние дожди, в принципе, они были не ливневыми, но осадки какие-никакие были. Проблем на этих участках у нас пока нет. Была проблемная зона у нас на протяжении лет 30, как говорят жители данного района, это улица августовских событий, Титова. Вследствие ремонта дорог, дома, которые идут по бокам дороги, они остались в низине, дорога поднималась со временем. Ну, естественно, раньше, если вода стекала с крыши, со дворов на улицу и самотеком уходила по естественному рельефу в Тамаевский коллектор, вернее, на Титова, на улице Титова, то теперь там стала образовываться большая лужа. В этом году мы провели аварийно-восстановительные работы, восстановили все сети, которые были похоронены под толщей земли, там на глубине полуметра, 70 сантиметрах. Да. То есть на сегодняшний день все работает как часы. Другая проблемная точка у нас была по улице Тамаева-Кирова, тоже, в принципе, потопа никакого нет там, но из-за того, что это центр города, и с эстетической точки зрения, конечно, не очень-то приятно было смотреть, как машины проезжают, обрызгивают пешеходов. Тоже проблема в самом коллекторе. Коллектор не обслуживался, наверное, последние, я затрудняюсь ответить, сколько лет. Попытались восстановить, промыть. Для этого были установлены дополнительные смотровые колодцы. То есть с мертвой точки сдвинулось в этом направлении. То есть данный перекресток, он сейчас не тонет, вода потихоньку уходит. Будем ждать больших дождей. Много адресов, конечно, которые мы приложили руку. Но предстоит, конечно, большой объем работы нам провести, так как сети, конечно, не ухоженные. В этом направлении, конечно, предстоит колоссальная работа. Это и касается не только материально-технической базы для дальнейшей работы, это, конечно, и материальные средства, это и умение работать, желание. Вы обозначили какие-то адреса, по которым определенные
решение проблемы. Ну, проблема частично снята, да, ее острота сглажена несколько. Но вот еще очень много обращений по поводу, например, улицы Маркова. Сейчас там какая ситуация? По Маркова вот у меня даже написано, это Маркова-Джанаева, там просто нету ливневой канализации. Вот, да. Сейчас мы, вот буквально, может, даже в конце следующей недели мы там планируем начать работу. Это, значит, объект, адрес у нас в наших программных мероприятиях заложен, на него там предусматриваются определенные финансовые средства. Я думаю, что в самое ближайшее время мы здесь, значит, разберемся и выполним работы необходимые. А какие у нас еще есть адреса, вот где не проложена тоже вот эта ливневая канализация? Вообще, где отсутствует канализация? Отсутствует. Ну, к сожалению, таких адресов достаточно много. Практически это весь частный сектор. Это все улицы, где нету твердого покрытия. Это часть даже на таких наших центральных улицах, как Ардонская, проспект Коста, даже часть проспекта Мира. Вот. Ну, здесь тоже мы работу будем проводить. Вся эта работа, она как раз предусматривается вот, в генеральном плане развития города Владикавказа. Это большие работы, большие затраты. Ну, мы планируем эти работы в самое ближайшее время начать. И я думаю, вот, постараемся, чтобы проблема была снята. Вот то, что я в самом начале говорил, что 1,5–2 миллиарда требуется, это, конечно, сразу не получится, но вот у меня целый перечень есть. Это и по Молодежной улице, по Коммунаров, вот участок улиц Гагарина, Барбашова, Калоя, Тургеневская. Там есть у нас и проект, и будет реконструкция проводиться. По улице Виноградной, вот коллега мой сказал, Маркова-Джанаева сейчас работает. Вот улица Дусова-Международная, которую показывали, там тоже планируется реконструкция. И часть вот улицы Кутузова и Армянская. То есть вот где-то мы месяц-два мы по всем этим проблемным адресам работы выполним. Ну, мы надеемся, что в такие сроки удастся. В целом по городу, конечно, это нужно время и деньги. Я думаю, где-то лет 5-6, может быть, не раньше, просто не получится. Угу. Скажите, вот, Руслан Бутырбекович, вы сказали об обслуживании. Хотелось бы, чтобы вы пояснили, это обслуживание ливневой канализации, оно происходит с какой периодичностью, по какому графику? То есть есть какой-то план, первоочередные улицы, там вторая очередь и так далее. Как это работает? Ну, перед нашей службой поставлена задача, мы занимаемся поддержанием в надлежащем нормативном состоянии дождевых сетей и сооружений на них. Мы производим механическую очистку дождевых сетей, то есть это дождеприемные камеры, это смотровые колодцы, ну и по мере возможности, по мере необходимости, вернее, это сами коллектора, сами дождевые сети. Ну, как правило, где-то в 70% из 100 сами дождевые сети, они как бы функционируют, вот проблемы бывают в самих сооружениях, либо проблема в отводах бывают нарушены, поломаны, либо забиты каким-то строительным мусором. То есть зачастую мы не можем прочистить, промыть спецтехникой даже. Каналопромывочной машиной мы пользуемся. То есть если вручную мы не можем прочистить дождевые сети, мы прибегаем к помощи специализированной техники. Это и осенизационная машина, каналопромывочная машина, гибким валом работаем. То есть проблем, конечно, в содержании ее, в поддержании в надлежащем состоянии много, потому что есть нормативы, раз в полгода, раз в 3 месяца должны обслуживаться все дождеприемные камеры, все смотровые колодцы. У нас до определенного момента не было ресурсов. Вот в новом году руководством города и руководством предприятия было принято решение, ну это вот получается месяца 3-4 назад, укомплектован штат. На сегодняшний день наша служба насчитывает 2 бригады, в которой состоит по 4 слесаря аварийно-восстановительных работ и по 2 мастера. Вот таким коллективом мы стараемся
обслужить весь город. Конечно, в кое-какие места еще до каких-то адресов у нас руки не дошли. Физически мы этого сделать, конечно, пока не можем, и требуется на это время, потому что, для примера я вам приведу такой случай. Вот у нас есть коллектор, который начинается от улицы Чапаева, проходит по улице Гвардейская, поворачивает на улицу Пожарского и попадает на улицу Цаликова в Пожарский коллектор. Да? То есть вот эта линия на протяжении нескольких лет она не функционировала, соответственно, страдала улица Минина от этого, самая низшая точка. Вот чтобы ее привести в нормативное состояние, нам потребовалось около 2-3 недель безвылазно проводить на этом коллекторе. То есть это были произведены вскрытия в нескольких местах коллектора, были установлены дополнительные смотровые колодцы, извлечено большое количество мусора, что-то было укатано под асфальтом. То есть бывает зачастую, что сети не все указаны на картах, схемах города, и приходится работать вслепую, что создает дополнительные проблемы. Я прошу прощения, к нам дозвонился телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Добрый вечер. Я жительница Багаева Залина, жительница улицы Зусова 22, корпус 1. Вот, между нашими домами, напротив нас Зусова 22 и 22.1, находится ливневка. Вот мы сколько раз уже обращались по поводу того, что ее нужно прочистить, облагородить. Нам отвечают, что ее нет вообще на карте, как это возможно вообще, что мы ее сами построили. Вот мне бы хотелось, пожалуйста, чтобы обратили внимание. Спасибо за звонок. Я знаю эту проблему Зусова 22, там не только Зусова 2, там несколько корпусов под Зусова, где надо позаниматься внутриквартальной ливневой канализацией. Предприятие об этом знает, они поручения это сейчас готовится. Я думаю, что буквально день-два, люди там появятся и полностью инвентаризацию существующей ливневой сети сделают, где надо почистят и в рабочий порядок приведут. Вы упомянули, Руслан Батырбекович, такой вопрос, что на каких-то участках ливневки закатаны в асфальт. Каким образом это происходит? Неужели, может быть, Ахсарбек Асанбекович, вы тоже подскажете, каким образом можно производить ремонт дороги без учета, без взаимодействия с вашим? К сожалению, эта проблема такая есть. Когда асфальтируют дорогу, то те рабочие, которые выполняют эти работы, они должны и ливневые решетки, приподнимать до уровня асфальта. Когда никто не видит, им легче просто асфальтоукладчик идет и закатает решетку, и все. А мы потом ходим ищем. К сожалению, таких фактов достаточно много. Мы эти вопросы ставим перед непосредственно теми организациями, которые эти работы выполняют, и, приводим в порядок. Факт есть факт. Такие случаи бывают довольно часто. А все-таки то, что наша телезрительница обозначила проблему, что нет на карте, и вы тоже как раз именно об этом говорили. Как так происходит, что упускают из виду какие-то ливневки? Как они выпадают из вашего... На карте они должны быть, но другое дело то, что до предприятия «Владсток» городские сети ливни обслуживало предприятие, называлось «Владикавказские сети водоотведения». Если вы не знаете, я могу сказать, что в 2015 году завершилась процедура банкротства. Они, считай, 2-3 года и не работали толком, и не занимались должным образом ливневой канализацией. Созданием уже предприятия «Владсток», Руслан сам сказал, что только мы в начале года создали эту службу дождевую. Конечно, 2 бригады это недостаточно. Нам надо эту службу развивать. Минимум должно быть хотя бы 4 бригады, которые должны быть оснащены необходимой техникой, инструментом для этого. Сейчас это все на стадии становления. И я думаю, мы уже будем успевать хотя бы к началу
дождей всю систему нашу городскую приводить в порядок. А речь шла также и о том, что засоряются мусором, да, ливневки? Ну, здесь, знаете как, есть две причины. Есть как бы вот, когда у нас сильные дожди, ну, можно сказать так, что ну, никакая ливневая канализация, она вот такой залповый сброс воды, она единовременно не сможет принять. Тем более у нас это ливни сопровождаются сильными порывами ветра, вместе с водой несет с собой листву, ветки и так далее. И сразу вот эти решетки, они зачастую забиваются, и поэтому просто вода в основном проскакивает мимо решетки. Поэтому вот такие бывают и подтопления, все, ну и это тоже учитываем. Вот в этом году уже мы вот эти службы заставляем даже во время дождя, они патрулируют по городу, и там, где вот такое случается, они сразу принимают меры, чтобы вот эти ливнеприемники почистить. Вот. Но есть еще проблема, значит, вот во время и санитарной уборки города, вот машина идет, как бы подметальная, она проходит и над решеткой, естественно, частично мусор попадает туда. Там, где открытые люки или нет решеток, и люди, к сожалению, не совсем добросовестные, бросают туда и камни, и бутылки, и, значит, старые покрышки от автомобилей, такое тоже, к сожалению, бывает. Вот мы объявляли тендер на прочистку, значит, ливневой канализации по улице Московской, да, там почти что на 3,5 миллиона были выполнены работы, и там, ну, вот, если бы вы видели, канализационный коллектор практически полностью был забит. Вот начиная от Московской 5 до Архонского круга мы этот участок приводили в порядок. Из каждого колодца почти что полную машину вытаскивали разного мусора. Огромные вот горы бутылок и так далее. Ну, конечно, эта проблема и сегодня остается, но будем работать с ним, куда деваться. Вы еще упомянули о проблеме того, что похищают вот эти решетки. Да, к сожалению, ну вот свежий пример. Вот совершенно недавно были украдены 21 решетка, это вот по улице Новой Набережной в районе ресторана «Шатер». Значит, в прошлом году своровали почти все крышки люков канализационной сети, это по улице Владивостокской. Мы по этим фактам ставим в известность правоохранительные органы. Значит, они занимаются. Вот недавно нам сообщили, что был один подозреваемый задержан. Сейчас ведется следствие, который украл решетки по улице Гадьева. Вот. Ну, будем работать тоже в этом направлении. Есть такие неприятные сейчас факты. глава администрации города Борис Анатольевич Албегов дал поручение на таких вот участках, в основном, где наблюдаются факты воровства, мы будем ставить видеокамеры, то есть отслеживать будем, значит, все эти проблемы и будем принимать меры. Ну, это, наверное, уже следственные органы я занимаются. извиняюсь, это дело даже, ну, своровали, бог с ним, но для предприятия это обходится очень дорого. Да. Даже вот в среднем одна ливневая решетка, в зависимости от размеров, вот, она порядка 15 тысяч стоит. Ну, это серьезные деньги. Ну, вот поэтому и воруют, что это серьезные деньги. Вопрос в том, куда одевают их, куда их сдают. Ну, у нас, в общем-то, не так много этих вот мест, куда можно их сдать. Ну, значит, правоохранительные органы работают с этими предприятиями, которые принимают металлический лом. Ну, пока результатов нет. Ну, куда? Наверное, туда и сдают. Больше некуда девать. Ну, наше время эфирное подходит к завершению. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и приняли участие в нашем эфире. За содержательную беседу вас благодарю. Вот. Я надеюсь, что проблема будет снята в ближайшее время, ну, если не в ближайшее, то, как вы сказали, хотя бы в ближайшие 5 лет. И если дожди и будут, то с минимальными последствиями. Ну, а в нашей стране, наверное, тяжелее всего приходится атеистам, потому что зачастую полагаться можно только на высшие силы. Что же, будем стараться заслужить их благосклонность, чтобы стихия обходила нас стороной.
А через неделю мы поговорим о том, почему закрываются и когда продолжат свою работу крупные торговые центры Владикавказа. Удастся ли в ближайшее время устранить нарушение требований пожарной безопасности? Об этом в следующем выпуске «Бумеранга». Всего вам доброго и удачной недели.